А вот подтверждение того, что взрыв «Протона» не прошел бесследно. Эти кадры сняли в Кызылординской области местные жители. Видно, как от места ЧП в сторону Кызылорды движется коричневое облако. Не исключено, что огромное пятно содержит продукты горения ракетного топлива. И небольшая справка. Гептил – основной компонент ракетного горючего. Он обладает высокой токсичностью, способен накапливаться в организме человека. При остром отравлении вызывает раздражение и воспаление органов дыхания. В самых тяжелых случаях отравления гептилом переходит в пневмонию, отеки легких, нарушение функции нервной системы, а также поражение печени и почек. Эта проблема возникла последние 3 года по обращению моих родственников, живущих в этих селах. И вот подряд у меня из родственника умерли 3 с онкологии. Скорее всего, болеть все могут из-за гептила, ракетного топлива, которому присвоили 1 класс опасности и который вот уже 50 лет отправляет наши ракеты в космос. Академик Яблоков еще много лет назад написал книгу о вреде гептила и предлагал последовать примеру американцев, заменить вещество на твердое топливо. Гептил – страшный яд. Страшный яд. Значит, если он попадает в цепи питания животных, то это эмбриотоксические, значит, родятся уроды, генотоксические, значит, мутации, ну и просто убивают. В Казахстане уже нарастает ажиотаж вокруг слухов о возможном химическом заражении. Облако сейчас, кстати, движется в сторону российской границы. Специалисты уверяют, опасения не беспочвенные. Содержащийся в ракетном топливе гептил очень токсичен. Ставить надо вопросы более принципиально, потому что мы видим, что это уже не первое падение ракетоносителя, не первый разлив гептила. Письмо положите, пожалуйста, почтовый ящик. Митинг является, который вы здесь находится, несанкционированным. Если дальше будете продолжать, то выйдем. Давайте вы не будете пугать меня. Я вас не пугаю. Уважаемый журналист, я считаю, что Россия в лице нынешнего своего представителя показала свое истинное лицо. Это трусливое государство, трусливая подлая власть, которая боится общаться со своими партнерами стратегическими, добрососедским народом. Мы хотим сейчас это письмо вложить сюда, одновременно мы хотим вложить вот эти фотографии. Ракетоносители, предполагаемые для запуска с космодрома «Восточный», будут использовать топливо без участия гептила и его элементов. То есть мы рассчитываем на экологически чистое, не наносящее ущерб ни окружающей зоне, ни человечеству. А на Байконуре? На Байконуре, к сожалению, используется гептил. Ну что встал? Что это за такое? Ты что на голову залезь мне? Я же вам говорю, куда встать. Ты кто такой, чтобы мне указывать, где мне стоять? Ну, здесь камера дает. Ну и что? Так, что говорить? Какая ситуация сейчас? На 10-й секунде. Сегодня на космодроме Байконур при пуске ракетоносителя «Протон-М»